Что, братцы, всем весеннего доброго утра, 7 утра, 3 апреля. Ребята, сборы на рыбалочку. Сегодня выезжаю с Ларисой Юрьевной, жду с минуты на минуту. Скоро должна подъехать. Привет с Кирой. Кира остается у бабушки, а мы с Лариской даем наверха, ребята. Будем пробовать рыбалку по налиму. Немножко, ребят, подытожу, что происходит. Короче, сезон, ребята, погода подбила и будем закрываться, наверное, вскоре, потому что дороги нету, ребят. Добраться до мест тяжело стало. Эти бешеные грейдера, когда они были зимой, где они были зимой, когда надо было чистить дороги, прошли по поселку, видели сейчас недавно дорогу, ребята, соответственно, по дороге просто не заехать. Но опять же река, ребят, моментами скрыла. Вчера ездил за живцом, немножко вставил фрагментов, как что, какие препятствия возникают. Ну и в общем, немножко покажу дорогу. Вода везде. Тут вода. По реке-то не походишь. Вода везде. Ё-моё. Давай. Прокат загружен. Стоит тут у меня на буранке. Буранка, конечно, есть у меня местами, ребята, она уже валится. Здесь топтанул новую уже. Возле бани, где я постоянно парковался, уже все растаяло. Вот с утреца даже снежка подкинул, чтобы выехать. Там уже огород открывается. В общем, ребята, стоит пока на насте. Сейчас -1, где-то 0. В целом немножко подзамерзал наст. Но опять же, днем будет +4, и так уже там не постоишь. С чем связана такая погода? 2-3 дня шел дождь, ребята, просто шел дождь. Соответственно, подбило вот эти все рыбалки. Обычно ночью хороший мороз, утром солнышко, морозник, ну утренники, как обычно называются. Но опять же, днем тепло. С утра раннего можно добраться куда положено, вечером приехать куда положено. В принципе, ну, с этими дождями, ребят, снег махом вообще, махом просто сожрало. На полях уже видна трава, уже видны кочки. Короче, очень сложный заезд, ребята, будет. Опять же, будем сидеть на модуле с Лариской вдвоем. Ну и вот смотрите, какая загрузка, ребята. Печка, 2 раскладушки, палатка большая, 25 килограмм. Брикеты, столы, кухня, освещение, бензин и так далее, ребята. Весу там очень много, в районе 150-170 килограмм в санях, плюс мы 170, плюс на модуле, ребята, это как обычно снасти в бардачке, еще плюс сумочка с продуктами, ребят, полностью не приготовлена, так как Лариса там везет свои ингредиенты, опять будет кормить чем-то вкусным, надо будет доложить. Ну и в общем, ребята, сборы, жду я Лариску, с утра я уже на ногах, что-то быстро загрузился, быстро жду ее. И поедем. Дорога сложная, ребята. Будем карабкаться полями. Благо я живу в крайне поселка, и мне проще, потому что здесь полями я могу выехать на речку. Боком, полями, ребята, их выскакиваю на реку и попер. Ребята, рыбаки, которые живут в конце, допустим, поселка, им надо вот именно в эту сторону. И смотрю, многие прям по дороге едут и, конечно, подвеску просто гробят. В общем, ребят, рассказал все планово, что да как. Жду Лариску, грузимся, догружаемся точнее. И все, ребята, мы прям. Ух, дорога будет, конечно, сложная.
воды, да? Мы добрались. Сейчас потихоньку будем, ребят, ставить жалицы. Вчера наловил живца. Будем ставить, пока поднимаемся, в перспективных точках будем ставить. Ну а сегодня рыбалка на комбайны у нас. Так что будем пробовать. Старые удочки, их и буду дрявить. Здесь штук 5 поставим, там штук 5, и вот так будем сорить. Ну что, блин, воды уже столько, Саняк. Ты когда газовал, наверное, блин, по своду. Так, есть. Все, ребят, что там, 2 сантиметра лед, корочка была. Ну, по старому, быстренько. Сейчас и навтыкаем. Опачки, опачки. Ложочек. Вот здесь щука может хорошая взять. Здесь и подымем. Раз, два, 2,5. Живец плотва, ребята. Крупная опять. Клюет крупная плотва. Вон такая мощная, бодрая. Вон какие плотвицы, ребята. Ну, в принципе, и двойники у меня большие. Потому что я мелкую плотву пробовал на большой двойник ставить. Жабры перекрывает и помирает. Плохо тоже. А вот с таким двойником... Это у нас какой вырез номер? Не помнишь? Двоечка, да? 2-0. Все. Погнала. Вот так. Первая есть. Кого вырезку будешь ловить? Щуку. Щуку? Здесь ловила я уже. Все. Сюда. Да. Что Пальцем это? придерживать надо просто. Да? Ну, да. Подожди, не мотай. Сейчас найди и грузь его. Так, грузь его, найди сначала. Как я его? Пусти. Видишь, тящит? Вот дно. Видишь? Но. Вот дно. Теперь давай оборота 3. Раз, два, 3. Все, пальцем придерживай. Флажок вставляй. Вставай. Там на страничок под спиночку. Вот. Бери живчика и под спиночку. Ой. Это как? Вот так? Да, ну ты же насаживал уже. Так. Вон сюда, вперед делай. Так? Все, отпускай. Груз. Вот так.
что, пяток готово. Здесь так немножко кинули, но здесь щука проклевывалась. Может, все-таки вода вышла. Переезжаем дальше. Писали, Андрюха, переходи обратно на тройники. 50 на 50, ребята, ставлю. Но могу уверить, что вот та рыбалка, которую мы здесь были, тройник просто он живца вырывает. И вообще никак. Ну вот ставлю тройнички. Посмотрим, как на тройник. Немного прикапываю. Ну как живец хорошо гуляет. Мало ли ветер. Будет у меня лунки чистит. А я потихоньку расставляюсь, ребятки. Время, конечно, на ливе. Прям все ионное. Должно все получиться, по идее, по моим расчетам. Раз, два. Короче, работаем. Лунок, ребят, уже протаяло. Вот так снегом закрываю при сработке, чтобы, если что, не дернулось и потом ветром не унесло. Да и мало ли ветер пойдет. Ну что, у нас еще один плесик готов. Плесик хороший, интересный. Продвигаемся далее. Погодка распогаживается, солнышко выходит. Едем далее. Ребята, ну что, пришло дело для бантов Ларискиных. Будем посмотреть, как говорится. Кто кого? Батл. Батл, да? Да. Раз, два. У меня еще там одна жерлица стоит. Так, друзья, ну что, дела сделаны у нас наполовину. Все, ребят, вернулся я сюда. Помните эти пеньки? Здесь палатка у меня утащила, а вот там я ее нашел, поломала. Так, кстати, ребят, ремонтом еще не занялся. Я думаю, получится сделать. Сегодня мы также поставим Алтай УП-3. Сюда вот с Лариской бахнем. И у нас вот пойдут, получается, комбайны. Удочки тоже готовы уже. Сейчас немножко продырявить. И отлично. Взял брикеты сегодня. Ну, в принципе, там, ребят, сушина вон большая лежит. Но опять же, что-то пилу не взял. Что надо? Разгружаться. Вещей много. Тучи какие-то ходят. Ну, ветра вообще, ребят, нету. Штиль галимый. Очень классно. Ну, какие-то тучки. Снег вроде обещали такой кратковременный. Ну, а так у нас стоянка вот здесь, ребята, на сутки. Желицы снизу, желицы сверху. Потом с Лариской прокатимся, посмотрим. Ну, время уже 12 начало, так что ставим лагерь, обед. Ну и кайфы, ребята, природные. Ладно, погнали. Да, дальше, конечно. Ну все, что? Поставили выход сюда. Ну сейчас сразу утянусь. Я не буду больше рисковать. Тем более такой палаткой, блин. Если ее подымет, то это все, это край будет.
Тут уже 4 колена. Раз, два, три, 4. Если тут ее ломанет, то уже тут делов много будет. Есть бур, есть сани, есть пенек. Топор воткнем. Сейчас утянем. Многие ребята, кстати, спрашивали, что за раскладушки. Раскладушки, ребята, от медведя. Екатеринбург. Хорошая, кстати, раскладушка, мне нравится. Давай сюда. Да? Да, сюда. Пол там был. Так, перекус, что у нас перекус? Чайковский присутствует. Колбас присутствует. Малбас присутствует. Сырок есть. Это не хозяин. Вешаем. И все. Мусорка готова. Так, друзья, ну что, перекусили. Буду ставить комбайки потихоньку. Так, где-то у меня здесь было все дело. Не тут. Не тут. Куда я положил? Туда я положил. Все верно. В прошлый раз мне не удалось. Дай бог, что сейчас все получится. Комбайн здесь, ребята. Есть остатки прикормки. Надо, кстати, сани вылить, блин, полная воды. Остатки прикормки. Ну и червь Дандромбена. Вот, 4 пачки. Все отлично. 5 штучек будем заряжать. Лунки не замерзли. Луночки не замерзли. Так. Ну, в таких пакетах, ребята, чтобы ничего не путалось, показывал уже. В принципе, ничего интересного. Все очень просто, как дважды два. Мотовилка для косы сделана. И погнали. Поводочки. Первый поводочек. Второй поводочек. И на конце мормышка 1,5 грамма. Далее
катушка. Вот так вот. И вот такой, ребят, удильник. Это под балансиры. Кивок жесткий. 2 стопора. Стопорами мы регулируем косу и ход кормушки на поклевку. Вот, в принципе, вот этого достаточно будет. Все. Начинаем с самого нижнего. С мормышки. Удочки, ребята, это уже под искосок у меня, они уже готовы. Ну и червячки погнали. Драбынчики. Раз. Вот так прям по одному. Черви большие, крупные. Все. Мормышка тащит. Течение подтягивает. И пошли дальше. Будем сегодня вечером пробовать. Ну что, в принципе, палатка рядом. Сидишь, слышно все. Если бы бенчик зазвенел. Второй. Третий. Готово. Все. Потащила. Здесь отрезаны, ребята, антизакручиватель, чтобы слишком длинно не было. Ну и кормушечка. Так, 90 грамм. Ну, здесь, в принципе, середина. Здесь можно потяжелее. Пока кормом заряжать не буду. Просто сначала все налажу. Все, готово. Стопор ставлю. И вот таким образом, ребята, его в снег. Туда придется снег принести, там снега нету. Так, бубенец. Самый крайний, можно помощнее бубенчик поставить. Вот он у меня есть. И как раз вот за эту штуку, ребята, классно он. Все. Первый есть. Ну и вот так пяток сейчас влуплю. И будет отлично. Ребят, ставлю я 4-й, на 3-й поклевка. Ну какая-то мелочь, походу. В прошлый раз. Кстати, вот этот самый фартовый, ребята, комбайн. 3 налим на него добыто. Изи лещи. Там хорошая тропиночка. И вот опять же он звенит. Интересно. Ну что-то мелочь какая-то. Может ёрш, может пескарь. Может елец. Да все что угодно, в принципе. Что, ребята, красота. Весна, ребят, полным ходом уже все. Осталось буквально, не знаю, немножко, наверное. Заморозков нету, как по прогнозу не обещают. Скоро-скоро, ребята, закончится зимний сезон. Будем доставать уже лодочку. Надо готовиться. Много планов на этот сезон. Еще надо успеть по избе, ребята, материал завозить как-то надо. Не знаю вообще. Ничего не успел, как обычно. Ждал Наст, его как такового и не было. Эти дожди все планы убили. Но я думаю, все будет нормально. Красота, ребята. Тишина. Вообще сегодня штиль по сравнению с тем разом, когда я здесь был. Когда у меня оторвало палатку здесь. Что творилось. Сейчас просто вообще тишина. Очень круто, красиво. Берега уже, ребят, смотрите, открываются, таят. Здорово. Юрьевна пока отдыхает. Это замаялась тоже. Обед надо потом готовить. Первая дозаправочка. Я, в принципе, не на полном приехал сегодня. Заправлюсь, чтобы был бензин.
Берем живца на всякий случай. Съездим. Посмотрим. Прибыли вниз. Одна сработка. Опять это крайняя. Не знаю, кто там живет. Или окуни, ребят, стая, потому что очень много сработок. Опять же бьют. Будем смотреть. Ну, вымотка, смотри, такая почти полная. Вымотка немножко даже осталось. Не знаю, в траву завело, что ли. Кто-то кого-то есть. Еще рогайки, смотри. В траве тут сидят. Вот они, наверное, здесь и коцают. Да, как будто бы надо извлечь в аккурат. Вместе с травой, блин. Так. Пасть у него маленькая. Ее бы как-то отпустить. Если я вот так сделаю, я порву пасть, наверное. Скорее всего. А тут крючок в жабрах. Не получится, наверное, ее даже отпустить, блин. Нет, кровь уже пошла. Да я уже вижу, вон, жабры пробило, видишь? Ну вот, маленькая, не повезло ей, конечно. Так-то мы, конечно, бы такую отпустили. Щучка маленькая. Вот опять же, трава вот эта стреляет. Здесь по интересу бы, конечно, вот так вдоль, ребята, поставить. Еще парочку было бы поинтереснее. Но дальше у нас тишина. Вот снизу одна сработочка. Снизу тоже тихо у нас. Работок нету. Ребята прокатились. Сверху тишина, снизу одна щучка небольшая. Хочу уже немного кормить начать на вечер. Столько травы, блин. А кто-то был. Я говорю, что-то изогнул, слышишь? Кто это у нас? Елец, смотри. Ельчик. Нормальный елец. Я говорю, что-то подзогнут, да, Ларис? Угу. Проезжаем, что-то, ребят, смотрю. Подзогнут. Елец. О, они тут походили неплохо. Причем походили неплохо. У нас у Сали тоже ельцы есть. Они и поклевывают. Самый стадий крайний, посередине. Так, ладно. Не знаю, начнем кормить рано, не рано. Килограмм у меня есть где-то прикормки еще. Остатки. Будем кормить. Делать муть. Вот так вот. Так, друзья, прошел. Прикормочку поставил и зазвенели колокола. Опять же вот этот средний работает. Его хорошо пожрали. Сейчас пока катались или пока мы спали, но я не слышал ничего такого. Мелочь, ребята. Елец, походу. Что-то такое. Поддергивает. О, видите, что делает. Черви-то здоровые. Потихоньку им кромсает.
Мы уже обедать хотим. Они тут звенят. Так, ну что, печурку ставим. Так вот. Печурочка, печурочка. Это нам не нужно. Все, закрывай. Опачки. Вот так вот. Так. Сегодня, кстати, ребят, испытаю лайфхак. Многие видео ребята делают. Сейчас мы тоже попробуем. Где у нас, Ларис, топливо? Топливо какое? Жидкое? Да. Не знаю, кто это положил. Вот так, 3 штучки мы ложим. В стороночку. Так. Жидкость для розжига. Прямо вот так, ребят, обливают плотно. И прям зажигалочки, не боясь, поджигают. Все. Реально штука работает. Смотри, классно. Вот, ребят. Да. Я раньше с сухим спиртом разжигал. Ну, облил и все. Пошла возня. Опа. Все, в хате тепло будет. Все. У нас стало тепло. Мы раздеваемся потихоньку. Лариска мои галушки отжала. Надо? Да не, зачем? Я сейчас снова буду выходить сколько раз. Опа. Все, сейчас будем, ребята, обедик готовить. Лариска что-то замутит сейчас интересного, вкусного. Да, Юрина? Ну, наверное, да. Все, сел за свой верстак. Сейчас будет что-то мутить. Что здесь будет у нас сегодня на обед? Лазанью сделаем. Лазанью. Да, ну, конечно, мы запекать ее не сможем, а сделаем прямо на печке. Ну, такая, более ленивая лазанья. Но опять же, как вариант, все использовать печку, правильно? Да. И тепло, и сразу как плита. Да. Отлично. Ну давай, понял. Начнем. Что, помочь что-то, нет? Да, можешь ставить сковороду и жарить Фарш. Понял. Где мой большой нож? Лопатку не достал. Лопатка там.
Пошел, ребята, лучок, морковочка. Вот печурка шает. Буду делать мякоть томатов, добавлять буду туда с чесноком. Томатную пасту не вариант. И томатную пасту тоже добавлю, потому что томаты обычно добавляют, которые в собственном соку вместе с томатной пастой. Но так как у меня в рассоле были, я добавлю томатную пасту. Немного. Сейчас сюда томатную пасту добавлю. Томаты с чесноком пошли. Сейчас все тушиться будет. Да. Угу. Паста болоньез. Сейчас еще специи добавим. Паприка копченая. Черный перец. И приправа томаты, базилик и чеснок. Я немножко положу. Только из-за того, что базилик. Так, и соль. Я бы уже это ел. Ты бы, да. Ребят, заслоночку на минимум поставили. И теперь пускай она тушится. Вот такая адская смесь. Потом пошел сырочек у нас. Терка за 35 рублей. То еще удовольствие. Ну, выручает. Все же походное. Ну, видишь, как получается. Нормально все получается. Нормально, да? Конечно. Теперь у нас вторая фаза. Делаем второй соус. То есть первый у нас был болоньез. Теперь мы делаем бешамель сливочный. Для этого нам понадобится сливочное масло, молоко, мускатный орех, соль, черный перец и немножко муки. Для начала масло растопим. Честно, в граммах не скажу сколько, потому что я всегда делаю на глаз, смотря какой объем я делаю это. Дома делать это одно, здесь делать это совершенно другое. Не знаю, ну вот так, может, достаточно, наверное, будет. Сейчас масло растопим. Масло у нас растопилось. Добавляем муку. Ну, буквально 2 ложки.
соль. Это все мы перемешиваем. Делаем это все быстро. Начинаем добавлять молоко. Понемногу, потихоньку. Щепотку мускатного ореха. Черный перец. И соль. Смазываем сливочным маслом сковородочку. Эй, убежала. Ты своими ногтями мне этот антифригар не покоцай. Ну нет же. Так. Теперь у нас такая вот беда бедой произошла. Я сегодня с утра накрутила листы лазаньи, чтобы облегчить себе задачу здесь. В итоге они слиплись. Они реально слиплись. Не знаю, мы с Андреем хотим попробовать, конечно, отлепить это все дело. Не знаю, как получится. Сколько листов было? 5. Ну, как будто. Но влажность дала себе знать. Еще утрамбовались они. По дороге. Да. Вот они, короче, я не знаю, что делать. Ни там, ни сям, короче, Андрей, не получается. Я не знаю, что делать. Круглых готовых листов не продают. Не видела, по крайней мере, я. Что, придется катать заново. Это не отлепить. Ну, давай катать. Хотела как лучше, получилось как всегда. Чем хочешь катать? Придется этим. Ничего круглого нет. Он даже водку себе взял квадратную. Так бы хоть круглая была. У него квадратная она. Не знаю, как это будет. Да и стол такой, да, еще. Ну, что потом сделаешь? Как-то будет пробовать. Ну, зато все по чесноку слышишь. Кстати, тесто. Ничего сложного. Вода, мука, соль, яйцо. Все. Ничего сложного нет. Оно не катается. Он не катается. Оно не катается. Придется так как-то растягивать. Да растянем, да и все. И порвем еще 10 раз. Вот так вот. Угу.
что, пока Лариса Юрьевна пытается сделать тесто, я еще, ребята, за дровами. Здесь, в принципе, тоже есть, но я здесь боюсь, здесь сильно моет. Вылазить туда, на обрыв. Там прям коряга со льда торчит. Заодно проверю, жалится. Надо что-то приготовить к вечеру. Пока греметь можно. Вечером охота, чтобы здесь все было уже спокойно. Вон, развязываю топор. Ну и погнал. Тут вода, ребята. Здесь водичка. Что-то вот вижу какое-то интересное деревце. Доска какая-то намыта. Ну, тут, в принципе, дров можно подсобрать, ребят. По берегу, смотрите, как лед лопнул. Ломает, вода уже давит. Ломает его. Да, чё я пилу не взял, дурачок. Думал уже что-то. Гниловато, конечно. Выбирать пока не будем. Доска какая-то. Тоже гниловато. Но опять же дрова. Ух, земля. Уже земля. По обрыву, ребята, земля уже. Красота. Болотина здесь. Я почему думаю всегда здесь, что на моторе проезжал, что так на снегоходах. Косач здесь постоянно. Здесь, оказывается, березняк и шиповник. Вот он почему здесь обитает. А что-то никогда не поднимался сюда. Вот, ребята, смотрите. Кап называется. Древесный нарост на березах. Грибок. Но он очень плотный, как кость. Бывают на деревьях вот такие они прям. Из них классно делать деревянную посуду. Ходили даже с пацанами, собирали, сдавали. Ну, найти тяжело так специально, если вот как-то в походах ходишь, видишь, вот молодой нарост, конечно. Максимум здесь тарелочка получится. Потихоньку кромсаю. Сухая бы на раз-два. Точнее, сырая, ребята. Но это как кость. Так, ну что, одну сделал. Сейчас заберу ее. Лишь бы тут не провалиться, конечно. Что-нибудь соберем. Так. Ну еще там одна висит. Также. Сейчас только надо выехать отсюда. Коряги тут. Прибыл. Дровишек немного заготовил. Я думаю, нам хватит. Но тем временем Лариса Юрьевна как-то замутила вот эти
Листы. Листы. Что-то сложно было? Ну, конечно. Неудобно, да? Неудобно. И оно уже густое чисто получилось. Твердое. Ну что, ребят, сейчас будем делать нашу вещь. 2 соуса. Все видели, ребят, что там фарш, лук, морковь, специи. Здесь у нас молоко. Сейчас будем все это заправлять слоями. Приготовили сковородочку маслом, которое рис промазал. Ну и сейчас начнем. Точнее, начнет, а я буду смотреть. Сначала мы бешамель. Почему именно так? Ну вот, не знаю, последовательность вот такая. Не задавалась вопросом, почему. Это французы так сказали? Походу, да. Понял. Так, ребят, ну смотрите, на сковородочку бахнули. Теперь вот эта вкусняха, которую я уже бы съел так. Запах-то классный. Да, запах вообще. Угу. Так, и первый слой, да, пошел? Зато знаешь, какие они вкусные будут. Ну, будем надеяться. О, норм. Так, дальше. Снова слой. А так, сколько слоев вообще можно сделать? Вообще много. Да. Как форма позволит тебе. Ну, дома сколько мы делаем? Я делаю, наверное, 5-6 слоев дома делаю. Форма достаточно глубокая и Ну, у нас позволяет. сковородка тоже, в принципе, не маленькая. Посмотрим. Начинки больше даже. Так начинка вся уйдет. Че переживаешь? Короче, ребят, момент понятен. Так, еще, ребят, ноточка, сырок. Это посередине. Да. Ну, так-то можно, конечно, между всеми слоями это делать. Но мы же в походных условиях. Так, чуть горя. Хоп. Мгм. Прикольно. Огонь, ты че, молодец. Все получилось. Ты боялась, даже Ну, юбка. конечно, Даже юбка не помялась, блин. Все нормально, блин. Слои слепились. Кина, говорит, не будет. Да? А тут термос Артика, ребята, выручил. Да, и квадратная, ребят, бутылка. косяк. Косяк мой. Так что, ребята, если женами едете, надо брать круглые. Мало ли. А вдруг они захотят? Да. Тесто покрутить. Что-то, оладушки, какие-то блины. А тут ничего нет. Ну, уже получается, уже красота, я думаю. Лишь бы еще запеклось у нас на печке все это дело. Не, запечься не запечется. Ну, я имею в виду, У нас корочки не будет. ну, понятное дело. А так? Как получится? Ну, хлопцы, вот так у нас получилось. Не знаю, сантиметров 6, наверное, сковородка высотой. Да, серьезная будет штука. Сверху еще сырочек. Да. Жаль, корочки не будет. Ну, ты имеешь в виду, который сверху запекается, да?
Может, как в старину, крышкой и угли сверху положим. У нас нет такой крышки. У нас... Не, есть в принципе, но что мы туда уголь положим? Ну, что я ли? же так шучу. Ну все, крышкой закрываем. И отправляем готовиться. Насколько? Ну, не знаю, насколько. По времени не знаю, будем смотреть. Все-таки печка, да? Ну да. Ну, в принципе, там все готовое. Там только Тесто. тесто. Ну, тесто быстро сделано, приготовится. Все. Да. Погнали. Ребята, вот как-то так получится, я думаю, вкусно. В целом, как бы ничего сложного, реально можно все замутить, это сделать. Лариска молодец. Еще у нас 2 лепехи, ребят, осталось. Лариса говорит, по традиции, ребят, хлеб. Хлеб вообще балдеет на печке, когда на сухой сковородке все это делается. Классно. Все, что, время у нас, ребят, 6. Надо бы как будто бы до 7 сделать обход. Уже приготовить все железы к налиму. Ну, давай поедем, съездим. Съездим, сейчас с Да, Лариской прокатимся. Пускай она у нас все томится. На шайку поставили. Ну и пускай выпаривается все это дело. Я думаю, не пригорит ничего. Заряжена. Ждет своего вечера. Не знаю, фартанет нам, не фартанет. А у Лариски тут лаваш. Из оставшихся несуразных листов лазаньи. Да, это же вкусно очень. Ну, конечно, вкусно. Я люблю. Надо свет. Сегодня кемпинское освещение взял, аккумулятор. Опа. Сейчас все протянем. Что ты меня не поменял? Все будет. Нет, не поменял. Надо лампочки, ребят, прикупить. С походами поломал много лампок. Ну, это дело поправимое. У нас просто в деревне ничего нету. Ничего не говори. Ничего не купить. Даже свежий базилик. Давай оттуда, Ларис, затаскивай с хомута этого. Отсюда? Да. И сюда над стол делать. Ребят, что? Лопатулю одну повесили над столом. И огонь. Также прожектор, ребят, достаю. И сегодня на обзоре, ребят, новый фонарик от Арматега. Прошлый фонарик, ребят, вы видели у меня, да, но он успешно ушел в луночку. Очень классная вещь. Дорогой, зараза, но я, ребят, немножко позже вам покажу его. И вот еще здесь подвесим. Нормально будет. Ребята, это что-то с чем-то. И это что-то с чем-то. У меня, короче, слюни извращения. Отделение и извращение. Все-таки Юлина сделала ее. Ну что, ребята, что я могу сказать? Вот такой у нас ужин. Лазанья. Походных условий, ребята, ну шикарное блюдо. И вот лепехи, ребят. Круто. Все, ребят, давайте с нами отведаем. В принципе, кто успеет, подтягивайтесь. Двери всегда у нас открыты. Ладно, что, пробуем? Да. Давай, ребята. Лепеха. Можно вот так с сыром макать. Что, друзья, вам скажу, что да как. Ну чё, пушка, да? Вообще капец. Вообще огонь. Немногие приготовят даже дома такое. Ну ты же все показала, ничего сложного, в принципе, Ничего да? сложного, да. Только дерзать. Да. Только пробовать, ребята. Сковородочка. Даже не противень. Даже не духовка.
Даже не какая-то там супер плита, там контролируемый огонь. Все это делается, ребята. Только дерзайте и все, будет классно. Удивляйте своих дам и своих мужиков. Это будет классно. Не, ты чё? Даже вкуснее, чем дома. Что пишешь? Ага. Лепешка тоже вкусная. Огонь. Молодец. Кто-то завтра не получит подарок от зайца. Дочь? Ну что, ребята, мы поужинали. Очень классно. Ну и как и обещал, хочу показать, ребят, свое приобретение. У меня был точно такой же фонарик, только немного слабже. Это у них новая модель. Armantec Wizard K2 Pro. Пришел совсем недавно, ребята. Вот я его возил пару раз и все забыл в рюкзаке почему-то. Но вот наконец-то, ребята, я его достал. И хочу, ребята, вам именно показать. Даже посоветовать, потому что реально техника, ребят, просто сумасшедшая. У меня куча фонариков. Я постоянно вожу с собой, ребята. Китайские. Вот такие фонарики. Много парубанков. Ну, этого не хватает, ребята, когда ты живешь в тайге, допустим, 2-3 дня. И вот именно, ребята, вот такими фонариками можно двигаться, пользоваться и кайфовать. У меня был такой же фонарь, ребята, я нечаянно утопил его в лунку. Я светил просто цельным фонариком без налобного крепления. И утопил по перволетке. И как бы, соответственно, ребята, я заказал. Ну, это уже новая модель, немного помощнее. Давайте, ребят, немножко наглядно посмотрим. Armantec Wizard K2 Pro. Ребята, производитель дает 10 лет гарантии. Это, я не знаю, это насколько можно вот так уверенно говорить за свой товар, что 10 лет. Несмотря на какие-то повреждения, производитель дает гарантию. Ну, есть, конечно, нюансы. Это если там батарейка, что-то там сами сделали. Фонарик светит под водой до 10 метров. От солей, допустим, если морской рыбалкой занимаетесь, тоже как бы не дает плюсы, потому что вода разная. Такая коробочка, ребят, немного подзорвалась. Но опять же, давайте достанем. Здесь у меня, вот, ребята, гарантийный талон, чек. Вот они пишут 10 лет гарантия. А дата покупки 4.03.21. Получается до 41-го, точнее до 31-го. Не знаю, доживу, не доживу, столько он будет. Гарантийный талон. Здесь руководство пользования, ребята. Инструкция на многих языках. Но есть и на русском, кстати. Хотя фонарик, ребят, это канадское производство. Делают ребята. Ну и вышли на Россию и занимаются сейчас тоже с нами. Здесь немного, ребят, о таких случаях, как здесь, потому что 6 ребята, 6 режимов. И каждый режим вот сколько может съесть, ребята. Вот здесь тоже вот есть такая бумажка. Интересно. Давайте по бумажке, вот, точнее по коробочке разберемся. 3 в одном. Здесь получается 2500, ребят, люменс. 131 метр может фонарь светить. Это получается 100 метров можно легко освещать. Дают 200 дней, получается, без подзарядки. Но это, наверное, на каких-то режимах, на минимальных. Да, рекорд был. 200. Да, ребят, 4 крепежа получается. Раз, два, три, 4, даже 5. И видно, что беспроводная, точнее проводная магнитная зарядка. Вот такая коробочка. Здесь тоже, ребят, немножко. Ага, вот здесь еще, ребята, миллиампер. Здесь 2800, 3200, 3400, 3500, ребят, самый максимальный стоит у меня на фонарике. Вот такая штука. Металлический корпус, да, я немного не сказал. Вот металлический корпус, ребята, он водонепроницаемый, противоударный, маленький. Короче, давайте, ребят, зайдем внутрь и посмотрим. Так, ну это вот зарядочка. Вот она магнитная, ребят. Просто щелк, и она заряжается. Сейчас вообще удобно. Это вообще модно сейчас пошла, да, не только на таких, ну, на телефонах сейчас переходнички
USB выход. Видно, что хороший провод, ребята, наверное, 3-амперный, быстро заряжаемый. Такой он мягенький, на морозе, я думаю, будет достойно. Так, ладно. Так, это у нас зарядочка. Так, это само, ребят, налобное крепление. Сейчас мы его... Вот она вот таким образом выглядит. Все, у них также свой логотип. У меня был тогда зеленый, у них сейчас желтый вот. Идет вот налобное крепление. Маленькое тоже, удобное, легенькое. Так. Что я вам, ребята, объяснял. 5 крепежей получается. Это налобное. Есть крепеж на руль. Соответственно, вот получается, мы можем прикрепить на велосипед, на подводное ружье, так как фонарик водонепроницаемый. Даже на свою мотособаку я могу прикрепить, и уже просто он будет стоять универсальный. Как бы сейчас поеду на проверку, щелк дополнительно, да, и у меня уже будет стоять. Вот прям, ребят, ну, да, да, в принципе, вот просто закрутил его хоть куда, и фонарик уже как бы не весь крепеж закручиваешь, а фонарик просто щелкается, и он у тебя стоит. Так, получается, ну, у нас тут все практически одинаково, да, вот. Все то же самое, ребят. Резиночка. Так, крепеж под руль. Ну, вообще можно, в принципе, хоть даже на весло, я не знаю, хоть куда пришпандорить это дело. Так, резиночка под лоб. Это вот именно сюда идет. Это я помню еще под старому фонарю. Ребят, еще вот есть такой крепеж. Это вот именно на пояс, на карман, куда удобно вообще. Вот такая клипса, ребят. Вот. И, соответственно, она защелкивается. Ну, вот можно на карман, на грудь. Можно вот сюда, да куда угодно вообще. На пояс, на ремень. Опять же, вот 2 резиночки идут. Так. Еще какая-то наклеечка. Какая-то мягкая. Не знаю для чего, но у многих сейчас они ложат. Ну и, в принципе, ребят, сам фонарь. Давайте мы его достанем. Вот такой красавец. Вот такой в железном корпусе, ребят. Очень маленький, но очень мощный. Сейчас мы его открутим, достанем батарею. Вот такая, ребят, батарея. Видите, да? 18650 и 3,5 миллиампер. Мощная батарея. Сейчас мы это все дело закрутим и посмотрим уже его. Ну, конечно, сейчас потемнеет, ребят, я вам покажу потом уже позже. Все. Так, это у нас диодик. Выключили. Если включаем, диодик опять же горит. Нажимаем 2 раза. Это у нас уже первый режим. Очень, конечно, тоже мощный. Глаза не светить. Выключаем. Включаем, он тоже самое сохраняется, ребят. Нажимаем 3 раза. Еще мощнее. Нажимаем 4 раза. Еще мощнее. Это вот на самый турбо, ребята. Просто жесть вообще. Ну да. Делает он вещи. Нажимаем еще раз. Вот. Есть. Как это называется, режим. Тоже очень мощно. Соответственно, ребят, в каждом режиме, если мы выключаем его, то он сохраняется. Включил, выключил, включил, выключил. Соответственно, режим поменяли, выключили, он остается так же, каким и был. Железный корпус, магнитная зарядка. Вот, ребят, о чем я говорил. Просто она вот таким образом присоединяется и заряжается. Так, четвертый момент, ребят, крепежа. Это в самом фонаре магнит. Соответственно, в любом как бы металлическом, машина, не машина, здесь алюминий. Вот, допустим, печка. Да. Вот. Допустим, ребят, что-то мы занимаемся, тоже мотособаки. Щелк просто присобачил там, или к машине там колесо что-то посмотреть. Опа, включили мы его. И вот вы ковыряетесь, он уже, допустим, ну каким макаром, как удобно, так и сделали. Здесь же вот все то же самое, вот защелкивается просто, ребят, вот такую прорезь. Все режимы, вот то, что здесь есть, все крепежи. Раз, все, очень плотненько стоит. И уже на карман или куда-нибудь вот этот, он
таким образом фиксируется. Также вытащили. Вот на руль, ребята. Раз, очень плотно стоит. Все, у нас стоит уже. Погнали. Ну, дело, конечно, не в вот этих крепежах, не в этой даже зарядке. Факт в том, что, ребята, фонарь просто неубиваемый, противоударный, водонепроницаемый. То бишь для морских, для водников, которые занимаются подводной охотой, вот такие вещи, ребята, они нужны. Соответственно, на лоб. Раз, все. Также можно поменять, ребят, под правую руку, если, допустим, неудобно. Ну, включение я имею в виду. Раз. Вот. И погнали. Вот такой фонарик, ребята, конечно, не из дешевых, но он стоит этих денег. И я прям нисколько не жалел с прошлым фонариком, сколько он меня просветил, сколько я по налиму ходил. Просто неубиваемый, реально. Классно освещает. Мне, конечно, фонарь нужен вдвойне, потому что я веду ночные съемки. Но опять же, кто любит качество, кто любит, чтобы все было красиво, то прям, ребят, рекомендую. Много, конечно, у них помимо налобных фонариков есть разные фонарики. Там вообще есть такие ужасные фонарики. Но не в том смысле, то, что ужасные. Ужасные для того, что они очень хороши. И, ребят, кому интересно, я обязательно оставлю ссылочку. Арматек. Заходите, смотрите, ребят. Ну, я говорю, ценники не из дешевых, сразу предупреждаю, но ребята делают качественно. Даю 10 лет гарантии, как бы, я думаю, можно даже подумать о том, что десятка, это как бы, это даже не год и не два. Ну, как-то так, ребят, такой обзорчик на сезон по налиму, ночные рыбалки. Вот этот фонарь будет у меня на голове. Ну, как-то так. Ну да, сейчас, ребята, потемнеет, я обязательно покажу на самом максиме, как что. Опять же, по зарядке, как помнится, ребята, здесь вот когда включается, загорается кнопка, а вот когда он светится, она тоже моргает. Также и по зарядке он тоже все показывает, сигналы у него есть, как бы, ну, светящийся сигнал у него есть. Зарядился фонарь, не зарядился. Короче, вот такие, ребят, пироги. Так, ну что, я думаю, леща мы не увидим, съездим. 9 часов. У нас тишина, ребята. Полнейшая причем. Надо будет добавлять червя, наверное, думаю, на налима, ребят. И оставлять. Вот почему так? Те дни мы не рыбачили, просто была раздача. Приехал специально. Или те же унки, или засветил место уже, или что. Но фактом, то что нет поклевок. Ладно, ребят, я червей добавлю. На налима небольшая курочка. Есть небольшой минус. Каши я уже тогда не вижу смысла, ребят, ставить, сыпать. Ждал вечерний выход, но не дождался. Добавляю червей свежих и оставляю на ночь. Так, ребят, 10 часов и поклевка на комбайн. Какой-то комбайн звенит. Мы уже закимарили с Лариской что-то. Хорошо так поели, закимарили. И слышу, ребята, звон. Но не пойму, где он. Только отошел, ребята. Поклевка. Поклевка на средний.
Что-то есть вроде. Нет. Не подсек, ребят. Но поклевка хорошая была, видели, да? Поклевочка была хорошая. Сейчас рыбалка начинается, я отошел к другому. Опять начал клювать. Какая-то рыба стоит тут прям. Подождать, чтобы заглотил или что? Кто такой, непонятно. Глубина небольшая, тоже подходишь. Боится потом. Ну что ты будешь делать? Мимо, ребят. Просто мимо. Хрень какая-то. Надо ждать тогда. Зашел, друзья, в палатку. Только снял одежду. Опять долбит, короче. Опять это же качает. Что за рыба, я не могу понять. И не секется, и не глотает. И клюет мощно. Вот дела, блин. Да, на улице хорошенько примораживает. Качает, ребята. О, подсек, ребята. Сейчас точно подсек. Ах, тихо, за лед зацепился еще крючок. Ух ты. Вот это да. Видали, ребят? О, тут до сих пор. Ушел. Так и не понял, кто это, ребята. Вроде налим был. На мормышку. Так, друзья, ну что? Налимы, значит, налимы. Блин, а я думал белая рыба все-таки. Он как-то нежно так. Все, что-то 4 раза подходил и ушел. Надо было немножко подождать. А я думал, все белая рыба. Обычно налим, что там, крючок с червями, он хватит. И загнул. А тут что-то качает непонятно. Так, ну что, Лариска спит. Время 11. Полежу еще так, помаюсь. Ну, белая рыба, ребят. Что с вечера, что днем, что с утра. Вообще себя не показала. Один елец попался и все. Че как? Тут раз то ли проход был рыбы, то ли что. Ну, все, ребят. Здесь делать нечего точно. Ну, убедился, и что? Теперь буду понимать. Только на своих-то ошибках и на своем опыте ты и проверяешь. Ладно, ребят, что, буду тоже отбиваться. Ну, сейчас лягу еще, полежу, конечно.
послушаю. Может, зазвенит еще. А так на улице сидеть холодно. Что-то вообще мороз какой-то. Все, ребят, давайте, если что-то завтра, а так, если ночью, мало ли, какие-то действия будут, то я, конечно, на связи, ребята. Все, до утра. Ребята, всем доброго. Теперь точно проснулись уже 8. Еще пару часиков поспали. Завтракаем, ребята. Поедаем нашу запеканочку, лазанью. Спали хорошо, как говорит Пала. Огонь. Первый раз на рыбалке я спала 14 часов. В эту рыбалку, ребята, она просто спала. Ну, реально, в свежем воздухе спится, конечно, по-другому. Сейчас покушаем. Потихоньку будем собираться. Не вижу смысла сидеть тут на комбайне, ждать. Жерлица, если Налим ходил, то мы это увидим. А за щуку тоже нет смысла. Вчера, потому что ее не было. Вот такие планы. Пойдем пораньше домой. Дела не дела, все равно есть. Так, ребят, ну что, мы
частично убрались. Собрал комбайны. Лариска пока по кухне убралась. Все продукты, там стол, посуду помыла. Сейчас сначала съездим наверх, там соберемся. А потом приедем уже, добьем весь лагерь и уже поедем вниз. Так что, ребят, не знаю, посмотрим. Возьмем мы налима, не возьмем. Ну, что-то вода поперла и рыба перестала. Вода просто прет, реально прет. Грязь. Ну, верховая вода пошла и что-то. Здесь флаг, у нас тут больше 10 жалец стояли. Ларискины банты. Есть флажочек один всего лишь. Ну, вымотка полная. Давай, Юрина, делай вещи. Вымотка полная. Ну-ка, отобью. Попробуй. Есть натяжка? Да, что-то. Ну что, это живец, походу, идет у тебя. Думаешь? Ну, там же сразу чувствуется. Вымотал, походу, полностью. И выплюнул. Ну, как будто не живец. Не живец. А живец, большая селедка. Ага. Смотри, он его полностью уже глотал. Ага, смотри. Да, и выплюнул, смотри, он уже переваривать ее начал. Здесь, да, селедки у меня здоровые были. Ну, на здорового налима. Ну вот, ребят, сегодня ночевали на льду, на чистом. И воды вообще не было. Чуть-чуть вот под печечкой. Вообще капельки. А так у нас сухо было все. Не знаю, с чем это связано, но опять же непонятно. Тут раз чистили снег, воды тьма, здесь воды нет. Все, ребята, собрали барахлишко наше. Чуть-чуть по минимуму сегодня, но опять же все чисто, а рыбка еще у нас осталась. Дрова такие не дожгли. Ну, хватило нам, прям в упор. Утром расколол одну. Ладно, едем вниз, ребят. Спускаемся вниз. Две сработки как будто у нас. Одна упала, не могу понять, что тут случилось. Но тут по-любому явно сработало. Тоже никого, да? Что ты? Что, зацепилась? Ну, Завел кот, что ли? Кота завел. Все, отцепилась. Нет, смотри, тоже никого. Да, слабо. Да, ребят, смотрите. До этого было много холостых поклевок. Но поклевок было много. Сейчас же поклевок нет вообще. С чем это связано, непонятно. Непонятно, ребята. Ну вот. Интересно, конечно. Ребята, идут очень сильные. А вообще вон видно, как будто снегопад уже идет. Надо поскорее до дома вернуться. Что-то неохота в снег. Домой идти. Два флажка, ребята. Неплохо. Но опять же, пока непонятно. Полная вымотка. Давай, действуй. Действуй, да. Че, опять тишина? ну.
О, тут тройник был. С тройника сбила. Что, ребята, ну опять же это крайняя зараза. Кто-то тут живет. А, тут напетляла, блин. Ё-моё. Напетляла. Наверное, нету. Он погрызла как хорошенько. Ну. Да. Нет рыбалки сегодня, нету. Так, последняя у нас точка. Тоже накрутила, да. Но эта щука так резко, наверное, бьет. Убивает. Нету, Лариса. Сегодня мы без улова. Ну что, Зато поспали. тоже результат. Тоже результат, ребята. Все, ребята, все собрали на выезд домой. Вот такая рыбалка получилась. Практически по нулям вообще, ребята. Ну, не считая маленькой щучки. Ельчика мы поймали. И ночью налим, ребят, бодал, ушел в лунки. Но эта рыбалка, ребят, это тоже результат. Я считаю, это должно быть так. Если в каждую рыбалку будет хотя бы там какая-то рыба, то сравнению потом, что будем ловить дальше, непонятно. Даже простой жилищник может вычерпать озеро за сезон. Все, ребята, будем прощаться. Классно мы отдохнули. Лариса выспалась, ребята, за неделю. Спала. Сколько часов? 14 часов, ребята, отдыхала. Мы рвем когти, ребята. Настигает буря. Все синее. Уже окружает. Надо ехать домой. Так что давайте, братцы. Всем хорошего настроения. Как обычно. Здоровья, любви. Ну и на связи. Мы еще бодаемся, еще рыбачим на льду. Не знаю, будут еще выходы, не будут. Все зависит от погоды, конечно. Но запланируем, ребят, выход по Хариузу. Не знаю, срастется все у меня, нет. Буду надеяться, что съезжу. Все, ребят, всех обнял, пока.